Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Открытый вопрос». Я рада представить вам своих гостей. Это Станислав Зосимович Лакоба, доктор исторических наук, и Элана Эшба, научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, аспирантка Центра изучения Кавказа. Элана – историк, занимается историей международных отношений и внешней политикой. Сегодня я бы хотела обозначить нашу тему так. Она звучит так: Абхазия в контексте современной геополитики. Вот два моих собеседника, я надеюсь, помогут мне раскрыть эту тему. И в этой связи первый вопрос, если можно, к Элане. Элана, вы занимаетесь Ближним Востоком, и в связи с этим такой вопрос. Насколько вот ситуация в той же Сирии в геополитическом смысле может повлиять на ситуацию там вокруг Абхазии или в Абхазии? Прежде всего, спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно присутствовать на вашей передаче. И тем более вот с таким действительно большим и серьезным историком, ученым, как Станислав Зосимович. Для меня это аванс. А что касается Ближнего Востока и ситуации в Сирии, безусловно, она отражается и на том, что происходит в Абхазии и вокруг Абхазии, потому что сегодняшний мир — это не 19 век, а в 21 веке сегодня мы настолько взаимосвязаны. То, что происходит в другом конце мира, оно буквально за секунды разлетается по миру. Там новости, интернет, современные технологии, они позволяют, конечно же, следить за ситуацией во всем мире, и мы взаимосвязаны. Безусловно, тем более учитывая то, что наши ближайшие соседи непосредственно вовлечены в те события, которые происходят на Ближнем Востоке. Мы знаем, там и Россия, и Турецкая Республика. Да, в принципе, сегодня весь мир пытается решить ту ситуацию, которая там сложилась, конфликт сирийский. А усугубляет ситуацию еще и то, что там проживают наши соотечественники, абхазы по происхождению, адыги, потомки мухаджиров. И, безусловно, конечно, следить за этим, сложа руки, мы не можем, и, в принципе, этого не делаем. Не мне рассказывать, все в Абхазии знают, что определенная часть беженцев из Сирии Абхазия приняла, и, в принципе, сделала это, не будучи подготовленной, то есть какой-то подготовки к этому процессу не было, но так как ситуация потребовала, вот наше руководство Республики Абхазия приняло такое решение. В принципе, я думаю, что нужно думать впредь о том, что действительно какие-то шаги просчитывать вперед, потому что мы, к сожалению, не отгорожены от этой ситуации и в любом случае должны заранее продумывать нашу политику в связи и ее корректировать в связи с тем, что происходит там, на Ближнем Востоке. Часть наших людей, как вот вы уже сказали, они вернулись на свою историческую родину, но все-таки большая часть диаспоры все еще находится там. И скажите, вот следите ли вы за тем, в какой они сейчас ситуации, находятся ли они в Сирии, являются беженцами, есть ли какая-нибудь информация? Да, вы знаете, мое диссертационное исследование, несмотря на то, что по специальности я арабист, оно посвящено именно диаспоре, черкесской диаспоре. Но мы знаем, что черкесами называют на Ближнем Востоке не только адыгов этнических, но и вообще выходцев Северного Кавказа, потомков мухаджиров, которые были, естественно, не только Северо-Западного Кавказа и там черкесских республик, но и из Абхазии в том числе. И, в принципе, был период, когда я активно занималась именно исследованием диаспоры на Ближнем Востоке, в Сирии прежде всего. И должна сказать, к моему удивлению, я всегда думала, что черкесы, абхазы, которые проживают в Сирии, они поддерживают, всегда были опорой правящего режима, военной элиты, и, соответственно, у меня не было сомнений тому, что вот они выступают на стороне правящего режима Башара Асада. Но, как оказалось, нету такого сплоченного состояния, то есть что вся диаспора, вот они одним единым фронтом поддерживают режим Асада.
там есть группы, которые выступают там за оппозиционные какие-то силы, особенно молодежь, она более такая экспрессивная, более активно реагирует на какие-то несправедливость социальную и так далее, там, ну, и высокий уровень безработицы, как и вообще на Ближнем Востоке, во многих странах. Соответственно, там им хотелось лучшей жизни. В общем-то, они тоже выступали, некоторые из них и в рядах оппозиции. И там были известные политические, общественные деятели. Вот один из них философ Джаудат Саид. Я вот специально изучала тоже вот его позицию. У него было очень интересно. Он был оппозиционер, был и остается оппозиционером, но вот выступал не за насильственную смену власти, а вот путем каких-то демократических переговоров. Ну, в общем-то, режим Башара Асада его не устраивал. Соответственно, говорить о том, что все они находятся в одинаковом положении, и все вот как-то одинаково, конечно, сейчас не приходится. И, безусловно, они страдают, как и весь сирийский народ, многонационально. Там идет настоящая война. Ну, сейчас это уже ни для кого не секрет. И, конечно же, нуждаются в поддержке, в помощи. И, как, в принципе, и все другие национальные меньшинства, и сами арабы, вот, проживающие в Сирийской Арабской Республике. Станислав Засимович, вот первый вопрос касался того, что геополитика, Ближний Восток и Абхазия. Вот вы говорили в нашей беседе до эфира о таком принципе домино. Скажите, вот что можно на эту тему дополнить, как бы вы думали? Что вы думаете? Ну, могут быть разные сценарии событий. Понимаете, Абхазия ведь как-то не первый раз и не сейчас только с такой проблемой сталкивается. Я имею в виду, что вот мы знаем, что и Сирия, и Турция тоже как-то очень связаны и с сегодняшними событиями. Если брать исторически, то тоже там когда-то это было единое государство. И вот вспоминается, например, период начала 20 века, 20-е годы 20 века, когда были тоже очень сложные события, тектонические события, которые произошли в мире после революции в России, гражданской войны, события революции на Востоке тоже происходили. Цепная реакция этих, можно сказать, цветных революций, мировых революций, и о мировой революции, когда грезили и Ленин, и Троцкий. И мы все хорошо знаем, как в Баку собирался съезд народов Востока, как потом делегировали в Турцию делегацию абхазскую. Вот. И тогда, кстати говоря, Абхазия тоже сыграла немалую роль, кстати, в отношениях между Россией и Турцией, младотурками. И в данном Вы случае говорите о своей работе «Российско-турецкое взаимодействие в контексте Карского договора 1921 года». Ну, это я упоминал в этой работе, а еще и раньше писал в очерках политической истории Абхазии о делегации из Абхазии, которая, ну, в общем, по заданию, как пишет Эшба Ленина, выдвинулась в Турцию и работала туда, и входил Нестор Лакоба, целая группа абхазских большевиков. И они вышли на контакт именно с абхазской диаспорой, вот о чем говорила Илана в частности, которая имела довольно мощные позиции среди военных, особенно дипломатов и так далее. Был очень видный деятель Рауф Урбай Ашхаро такой, вот он в 22 году, чуть позже, они были в 1920-21 годах, более 3 месяцев они там находились и вели работу по согласованию между Советской Россией, ну, то есть Лениным и Ататюрком, и были как бы связующим звеном, и они готовили российско-турецкий договор, который был подписан вот 16 марта 1921 года. А уже 18 марта 21 произошли события, скажем, в Аджарии была установлена вдруг советская власть через 2 дня. А потом именно там же была провозглашена независимая СССР Абхазия. То есть это о многом говорит, понимаете. И вот в тот период Рауф Урбай был ближайшим соратником как раз Ататюрка. Это в дальнейшем они... Более того, он в 22 году стал председателем Совета народных комиссаров в Турции, то есть главой правительства. И даже в честь его Нестор Лакоба назвал своего сына. То есть там связи были очень плотные. Эти связи они и сегодня, в общем-то, они остаются. И
Мы знаем, что и где-то и доминирует. Я хочу сказать о том, что Абхазия маленькая тогда тоже сыграла свою роль и внесла свою лепту. Только на протяжении очень долгого времени это все скрывалось. Я когда-то говорил о том, что, возможно, эти доклады, отчеты о поездке будут обнаружены. И вот спустя много лет есть такой Владимир Новиков, историк. Я как-то сказал, ты посмотри в архивах эти материалы. И он нашел и опубликовал. Мы знаем этот отчет и Лакоба, и Эшба. И там очень интересно в отчете Эшба он упоминает, что как такой положительный пример, батумский пример, он упоминает батумский, потому что Батум был на территории Турции. И вдруг он переходит в состав Грузии, и после этого как бы Абхазия получает статус независимой республики. А еще Советского Союза не было, понимаете? Это до этого было все. Да. Я просто хочу сказать, вот исторически все это очень связано. Вот эти исторические параллели можно сегодня провести, как вы думаете? Конечно, можно. Вот вы упомянули Карский договор, да, это была конференция в Анкаре после войны 2008 года. Но ведь здесь было тоже взаимодействие, видите? Потому что Россия не наносила удары, например, по территории Аджарии. Почему? Я думаю, что это в соответствии с Карским договором, который является бессрочным, и по которому Россия и Турция, Советская Россия в тот период и Турция являлись гарантами мусульманской автономии Аджарии, понимаете? Потом вы помните, когда они пропускали корабли через Босфор, да, американские корабли, Босфор и Дарданеллы, было потепление, об этом тоже надо говорить. То есть не всегда отношения были напряженные. Отношения тогда между Эрдоганом и Путиным были на очень высоком уровне, очень доверительные отношения. И Эрдоганом были очень недовольны американцы, что не пропускает он эти корабли и все такое прочее. Вот. Потому что они не хотели, турки всегда были против того, что в Черном море, помимо русского флота и турецкого, присутствовал какой-то еще иной флот. Понимаете? Это было всегда, это продолжается. Еще такой один момент небольшой, вот когда мы говорим о том, как может быть связано с Абхазией. Вот Лана говорила о диаспоре абхазо-адыгской в Сирии, о тех абхазах, которые приехали сюда. Хотел бы обратить внимание, что вот уже на протяжении долгого времени, как только началась война в Сирии, не только-то там ведутся очень интересные съемки, но мало кто об этом знает, очень мало кто об этом знает, прямо с места событий. То есть вживую показан бой, понимаете? Вот что происходит. Это уникальнейшие кадры, вообще то, что снимается. Даже когда сбили российский самолет Су-24, везде показывали эти кадры и титры, и там, особенно когда работал спецназ, если вы обратили внимание, было написано «Анна Ньюс». «Анна Ньюс» никто не знает, это абхазский ресурс, который, оказывается, зарегистрирован в Минюсте Абхазии. Мне попадалась информация об этом, но я думала, это какая-то опечатка. Нет, не опечатка. Фактически он зарегистрирован в Абхазии, этот ресурс. Военный, фактически, вот да, военно-аналитический ресурс, и очень много, вы можете выйти на этот, допустим, сайт, и посмотреть вживую, например, как идет бой, танковый бой в городе, в сирийском городе. Да, по поводу вот того, что действительно все можно наблюдать в онлайне, почему распространяется идеология ИГИЛ, и сегодня вот все об этом говорят. Они очень активно используют современные технологии, причем вот у нас была конференция в Москве журналистская, посвященная как раз борьбе с экстремизмом, терроризмом. Приезжали журналисты из 15 мусульманских стран, в основном арабские страны, там Иран, Турция, много стран. И они говорили о том, что, во-первых, вот это все транслируется в современных сетях, таких как Перископ, Skype, то есть в интернет выкладывается, Facebook, в социальные сети, где пользователями, 90% пользователей это молодежь. Эти видео очень высокого качества, там ролики какие-то рекламные обрабатываются в Голландии, в Англии, в Великобритании, то есть недооценивать эту силу тоже не приходится. И по поводу
тоже хотела добавить, если можно, отношений Турции с Россией, о том, что там не все всегда было плохо. На самом деле все было очень даже хорошо. Хочу спросить, вот чем, на ваш взгляд, вот вы занимаетесь этой темой, постоянно анализируете различные, можно сказать, процессы, которые происходят в геополитике, да? Чем вызвано такое неожиданное поведение Эрдогана? Вот все обострилось после сбитого самолета. Чем, на ваш взгляд, это вызвано? Чем продиктовано? Это не какой-то необдуманный импульсивный шаг или преднамеренное? Ну вот, возвращаясь опять же к отношениям России и Турции, на самом деле между Россией и Турцией, вот Россия больше всего войн вела с Турецкой, ну, с Турцией, с Османской империей, там 12 или 13, по-моему, даже. То есть ни с какой другой страной столько Россия не воевала. Но это говорит о том, что это не то, что главный противник, это главный региональный соперник. Но вместе с тем этот региональный соперник может превратиться в самого главного регионального союзника. И, в общем-то, этому посвящено очень много работ, является ли Турция союзником или соперником на Черном море, потому что от этого зависит вообще конфигурация и весь политический ландшафт как в регионе, так и, ну, как бы в регионе в узком смысле, в регионе в широком смысле этого слова. Вы считаете, что это было все-таки намеренно, и это был чем-то осознанный шаг, который должен к чему-то привести? Ну, вообще, я склонна считать, что такие шаги, такие серьезные политические действия, они, безусловно, не могут так вот импульсивно, тем более у такого серьезного и опытного политика, как Реджеп Таyyip Эрдоган. Безусловно, конечно, там была своя стратегия, были свои определенные планы, о которых я, естественно, не могу объективно судить и говорить, там, чем это могло бы быть продиктовано, но я думаю, что, безусловно, все было просчитано на несколько шагов вперед, и определенную реакцию России не ожидали, но я думаю, что вот настолько жесткую реакцию, которую продемонстрировал президент Путин, я думаю, что в Турции мало кто ожидал и мало кто был к этому готов. Вы считаете, что эта реакция вполне адекватна на сбитый военный самолет? Россия как иначе могла отреагировать, Станислав Зосимович? Ну, знаете, здесь очень сложно говорить, но понятно, что это колоссальное ЧП, сбитый бомбардировщик военный. Вот, и тем более на фоне таких, казалось бы, безоблачных отношений. Но в политике, вы знаете, нет вечных друзей. И, конечно, что-то произошло. Кстати, Путин говорил о том, что на пресс-конференции, что у меня был очень доверительный разговор с Эрдоганом. Сейчас я не буду, как он сказал, здесь говорить о чем, но он делал очень такие предложения, и мы могли вообще очень как бы далеко пойти дальше, но как бы вот там много недосказанного. Очень трудно на самом деле, сегодня не стоит гадать, мы не можем узнать, что на самом деле там произошло, но факт остается фактом, что этот бомбардировщик был сбит. Конечно, можно смотреть, какие были накануне там всякие встречи, ведь очень насыщенная политическая жизнь была. Я могу сказать, что вот в результате, что происходит, Турция, например, очень зависима от газа и вообще топлива российского. Понимаете, больше, чем на 50%, кажется. Вот, насколько мне известно, в последнее время, вот что происходит, очень тяжелые отношения были между Израилем и Турцией. Вдруг они стали налаживаться очень стремительно. Причем Израиль пообещал Эрдогану, что он будет поставлять тот газ, который в случае чего, если они не будут получать из России. Вот. Здесь налицо, конечно, здесь какая-то многоплановая, конечно, игра идет. Позиция американцев тоже не вполне как бы понятная и ясная. Они то убирают ракеты Патриот, то ставят, то курдов поддерживают, скажем, курдов поддерживают иракских, это очевидно. Израиль поддерживает тоже иракских курдов. Они, в общем, получили широкую автономию, по сути дела, приблизились к независимости. Барзани чуть ли не лучший друг с Эрдоганом. Даже на одной встрече поцеловал руку Эрдогану. Курд, что поцеловал руку турецкому. Но там есть президенту. есть еще проект трубопровода из Курдистана. На самом деле там много, Конечно, это в основном торговля нефтью.
Но загадка в чем? Почему такие преференции получили Барзани? Еще его отец начинал там движение и так далее. Примаков очень дружил там с отцом, потом очень хорошо знал. А Аджалан сидит. Вот. Турецкий курд. Турецкий курд. И он был и на территории Сирии. Он имеет очень крепкие позиции, понимаете? А с этим все нормально. Спецслужбы израильские в этом Курдистане иракском. Более того, в свое время, если вы помните, они пленили Саддама Хусейна, и американцы дали обязательство, что в обмен на пленение и передачу им Хусейна они предоставят, будут сторонниками их независимости, что и происходит сегодня. Но, к сожалению, курды, они разные, конечно, и отношения разные. Вот. Но, с другой стороны, сегодня очень самое настоящее восстание в юго-восточных регионах Турции идет. Среди курдского на Диарбакир город, потом другие 5-6 городов, довольно крупно, серьезно населенные. И потом курдов, они же в 4 странах живут пограничных. Их около 50 миллионов. Они живут в Иране, в Сирии, в Ираке, в Турции. То есть это такой инструмент, которым можно взорвать вообще все государства. В свое время Советский Союз работал плотно с курдами. Вот. А сегодня мы слышим другое, когда вот и в России говорят, что раз так, тогда если вы поддержите крымских татар, хотите, тогда мы будем как бы с курдами работать. Но если вы помните, когда начинались движения на Украине, все движения на Украине, то Эрдоган, например, даже успокоил крымских татар, он сказал, у вас есть автономия, Путин, работаете с ними, а сейчас вот начались какие-то другие движения. Американцам, конечно, тоже очень многое не нравится, я думаю. И вот я говорю, что был такой и существует старый план, это раздел Турции, может быть, даже на 2, на 3 части. Мы знаем, что очень много упирается в проливы Босфор и Дарданеллы. Вот, конвенция Монтрео, она тоже не устраивает, потому что Черное море только страны, внутреннее море этих черноморских государств, все остальные могут зайти там на несколько недель, определенный тоннаж судов и так далее. И потому вот был такой даже план англосаксонский, как англоамериканский, взять под контроль, скажем, европейскую часть Турции, а остальную азиатскую сделать как бы бесполезной. А 3-я часть может быть как раз-то курдская. Все может быть, понимаете? И вот здесь, конечно, может быть принцип домино. Потому что курды живут и в Закавказье. Если в Турции начнется такое движение, очень тесно связан Азербайджан и политически, и экономически. Очень тесно связан. Понимаете, это вы знаете, мы знаем, что это и Нагорный Карабах. Это сразу произойдет взрыв. Это азербайджанцы, которые проживают... десятки миллионов проживают в Иране по границе. Это то же самое будет. Азербайджан, то есть тюркские народы, но шииты. Вот. И может произойти вообще, конечно, невообразимая вещь, не дай бог. И тогда это аукнется, естественно, и на Южном Кавказе, в Закавказье, и у нас, если уж что-то начнется, не дай бог. И не хочется, конечно, чтобы эти вещи вот, происходили в таком плане, но хочется, чтобы это был все же какой-то управляемый процесс. Хотя мы знаем, у американцев есть теория и управляемого хаоса, неуправляемого хаоса тоже есть. Неуправляемого – это когда они уже ничего не могут делать, просто оружие поставляют одним, другим. Вот то, что в Афганистане, в Ливии и в других странах происходит. В этом большая опасность. Вот. Спасибо. Илана, вы автор многих интересных работ, в частности, связанных с Турцией. Да? Например, вот одна из ваших статей называется «Абхазия в сфере геостратегических интересов России и Турции». Вот в связи с этим вопрос. Каковы перспективы, как вы считаете, отношений Турции и России? Ну, откровенно говоря, я не считаю, что современный политический кризис между Россией и Турцией продлится очень долго, потому что взаимных интересов, конечно же, у них намного больше, чем каких-то точек таких, где интересы не сходятся. Я считаю, что
Ну, не хочу делать какие-то прогнозы, потому что вот действительно ситуация меняется так стремительно. Там какое-то время назад, там пару месяцев назад никто и подумать не мог, что Турция вот решится на такие действия, мягко говоря, недружественные, как там президент Путин назвал их вражескими действиями. Но вот тем не менее это произошло. Я думаю, что все-таки в Турции там пройдут какие-то перемены, и ситуация с Россией, она все-таки какой-то баланс будет найден. Но на это потребуется какое-то определенное время. Вообще, нужно сказать, что в Турции ситуация настолько нестабильная внутренне. Вот были выборы в августе текущего года, парламентские выборы, и партия президента Эрдогана «Справедливости и развития», хотя она на самом деле очень долгое время занимала лидирующие позиции, не просто лидирующие, а они формировали правительство, она рекордно низкое количество голосов собрала, 52% всего, и на самом деле этого не ожидал никто, в первую очередь сам Эрдоган. И это говорит, вторая партия по популярности, Народно-демократическая, она набрала 25%, это как раз для них довольно высокий процент. И, в общем-то, как раз в этот момент пошли разговоры о том, что, возможно, действия действующего президента и вот его политика неосманизма и такого, знаете, немножко имперские амбиции, его действительно так в шутку, конечно, но очень часто называют султаном, султан Эрдоган, это не только в Турции, но и за ее пределами. И там было много концепций, но и проблем с соседями, например, когда они пытались наладить отношения со всеми своими соседями, в частности, с такими традиционно проблемными для Турции, как там Греция и Армения, но там с курдами наладить отношения, на самом деле, в какой-то период им это удалось. Но вот как-то что-то пошло не так, и я считаю, что переломный момент это Сирия, сирийский кризис и вот такая беспринципная, очень такая упрямая позиция турецкого руководства, которая никак не корректировалась в зависимости от тех новых обстоятельств, которые предлагало время. Вот в этой ситуации они немножко повязли, и это стало рушить вот всю вот эту систему, которую они выстраивали долгое время. Действительно, там был довольно высокий уровень жизни, экономическое развитие, там уровень инфляции упал, а вот с сирийским кризисом все это как бы сошло на нет, и поэтому куча внутренних проблем, внешних проблем, все это множится, и действительно, там все то, что будет происходить в Турции, конечно, под большим вопросом. Но вместе с тем, вот, президент Путин на последней пресс-конференции, он четко сказал, что ситуация у нас обострилась с руководством, у нас там расхождение в позициях, но турецкий народ и к Турции мы относимся как к дружественному государству в целом, и к турецкому народу как к дружественному народу. Понятно, что как бы соперничает Россия, Турция, но вот в этой связи каково место Абхазии, положение Абхазии, как вот вы считаете? Ну, Абхазия на самом деле это историческая такая вот наша роль. Мы находимся немножко вот так вот посередине и вынуждены сохранять какой-то баланс. Но в данной ситуации, понимаете, государство, которое нас признало в качестве независимого суверенного государства, это Российская Федерация. С Турцией у нас государственных отношений нет никаких. И там вот отказываться от чего-то, от того, чего у нас в принципе нет, здесь тоже об этом речи быть не может. Какие-то торговые отношения, которые у нас существуют, или там инвестиции турецкие. Но, в принципе, здесь в каждом случае надо отдельно подходить и рассматривать, если это не угрожает интересам Абхазии в широком смысле. Я думаю, что там какое-то сотрудничество может сохраняться, в принципе, и российские регионы, и не только регионы, вообще, там, то есть не так, что там все турецкое под запретом, и все отношения обрываются. Но, безусловно, наказать за какие-то агрессивные действия в адрес Российской Федерации Россия должна была. Я в продолжение хотел бы. Вот применительно к XIX веку отношения России и Турции, войны, о которых вы говорили,
А об Абхазии, как говорили, характере между молотом и наковальней, понимаете? Вот сейчас главное избежать вот каких-то обострений таких резких, тем более Черное море. Все это мы, в общем-то, связаны, понимаете? Очень крепко связаны. И с одной стороны Россия, с другой стороны говорили о нашей диаспоре. Относительно султана Эрдогана, я бы хотел Эрдогана сказать. А вот нынешний премьер-министр Давутоглу, у него была эта концепция неоосманизма. Она родилась вот после того, как Турция на самом деле хотела наладить отношения с Арменией, Грецией, курдами. Это было одно из условий якобы вступления в Евросоюз. Да. Турции очень долго, на протяжении десятилетий, как бы обещают, что они войдут в семью европейских как бы народов. Но когда они увидели, что это игра, и Меркель против, американцы где-то, в общем, поддерживали эту идею, но не смогли переломить мнение Германии и Франции. Они были категорически против. Но сегодня мы что видим? Вот как раз месть Германии, Франции и другим странам, это тех бед, которых Эрдоган запустил в Европу. Вот что произошло. И здесь очень важный момент еще, пожалуй, такого чисто психологического плана, о котором вот как-то у нас не говорят, не пишут. Что такое неоосманизм? Ведь и все эти страны, по сути дела, Северная Африка, Сирия, это были частью Османской империи в течение долгого времени, вот о чем мы говорили, вплоть до конца Первой мировой войны. Потом все это рассыпалось. Потом все начались, в общем-то, там движения. И нужно каким образом, мне кажется, подходить. Они тоже очень болезненно относятся. В Европу не пускают. Мы куда-то должны пойти. Эрдоган хотел стать центральной фигурой и арабского мира. Не случайно это флотилия мира. Помните, в Израиле все, что произошло, там произошли убийства. И в Египте он сыграл огромную роль в том, что происходило и пришел к власти Мурси. Это был его человек. Мурси тоже чуть ли не руку целовал Эрдогану. Большая поддержка Саудовской Аравии, Катара. А это все сунниты. Тот же Саддам Хусейн его поддерживал, между прочим, Эрдоган его поддерживал, потому что тот был суннитом. Они тоже торговали нефтью, все было прекрасно. Если помните, он даже отказал американцам использовать авиабазу Инджерлик, чтобы с нее бомбили территорию Ирака. Вот. И опять-таки там и курдские вопросы, все это вырисовывается. И, естественно, теория, концепция Давутоглу нас не пускает в Европу, надо восстановить то, что было. Вот для них, например, Сирия примерно, наверное, так же, как для России, например, может быть, там часть Украины или там еще. В этой ситуации, когда у всех региональных игроков есть какие-то свои интересы, как может проявить себя наша страна? Как может себя проявить? Мы, к сожалению, слишком... Мы слишком... В 21 году, вот о том периоде, мы слишком мелкая фигура, извините меня, чтобы мы могли на что-то влиять. Нам нужно как-то... Но, тем не менее, вы сами говорили, что в истории были примеры, когда... в истории были примеры, но мы пока не знаем. Будет ли еще какой-то пример, мы не знаем. Вот. Я, например, согласен с тем, что все же хочется верить, что недолго это продлится. Не в интересах, конечно, России, чтобы Турция распалась. Это больше в интересах Соединенных Штатов, может быть, и других стран. Потому что я говорил, что в 1999 году высокопоставленный сотрудник ЦРУ, известный Грэхэм Фуллер, он писал о целом ряде государств, которые не жизнеспособны. Они все развалились на сегодняшний день. Этих нет. Осталась только одна Турция, о которой он писал. Их очень много там не устраивает, понимаете. Я говорил уже, это и проливы, и другие. А это же вещь очень важная. Вот эту дугу невозможно будет просто выстроить, потому что я не думаю, что это нравилось многим, что такие плотные и тесные отношения были у Эрдогана с Путиным. Понимаете? Вот. А дальше выводы можно уже какие-то другие делать. Вот. И мы видим, как сегодня, например, опять-таки, видимо, и вытесняют ИГИЛ с этой территории. Они перемещаются куда? В Афганистан, занимают место талибов, понимаете, ближе уже к границам Российской Федерации, бывшей Советской Средней Азии.
Вот. Недавно, например, госсекретарь США, он и был в Афганистане, и были определенные встречи. Вот он уехал, там один из лидеров талибов был, который был категорически против всего, что творится с Даиш или ИГИЛом, как мы говорим. Он был, вдруг его убивают в разборке. И теперь все, Талибан как бы поддерживает это движение. Вообще очень много таких происходит стремительных изменений, вот, и трудно, в общем, понять, куда это в итоге все вырулит. Если это выйдет на пространство, естественно, бывшей нашей Средней Азии, то есть там Центральной Азии, стран Центральной Азии, то это будет представлять очень большую опасность. Но опять-таки все крутится вокруг нефти, газопроводов, этих маршрутов и так далее. Вот Туркмения тоже под ударом оказывается, видите? Хотя вот многие республики, ведь они тюркоязычные, бывшие советские. Потом этот фактор присутствует и в самой Российской Федерации. В этом тоже, мне кажется, тоже много может быть вопросов и проблем, не дай бог, конечно. Но вот в Туркмении появляются они. Почему? И появляются американцы, появляется ИГИЛ. Потому что хотят провести газопровод Туркмения, Афганистан, Индия, Пакистан. И выйти опять фактически к Персидскому заливу, понимаете? Чтобы оставить Россию, по сути дела, без нефти, без газа, без доходов в бюджет. И вот таким образом, как когда-то саудиты расправились с Советским Союзом, как считаю, вот примерно то же самое сделать и с Россией. Но это не получается, конечно, так, как хотелось бы, потому что все это затянулось, понимаете. Никогда не было такого, чтобы Россия в военном отношении так мощно присутствовала. Даже в советское время Россия так мощно не присутствовала, как сегодня присутствует в Сирии. Произошла это ведь бомбардировщиком, но вдруг поставили эти системы С-400, а у них колоссальный радиус действия, в принципе. Понимаете? И с этим, конечно, будут считаться. И вынуждены будут считаться все. Я все же надеюсь, что, вот, я не знаю, это будет Путин и Эрдоган, скорее всего, Путин и, может быть, какое-то другое турецкое руководство в какой-то период. Но то, что будут восстановлены отношения, мне кажется, я в этом не сомневаюсь. Спасибо, Станислав Зосимович. Можно я задам вопрос? Скажи, пожалуйста, Илана, существует ли, на твой взгляд, угроза возникновения в Абхазии вот радикальных настроений, таких вот как Даиш, который идет, как распространяется по всему миру? Насколько я знаю, на Северном Кавказе очень много молодых людей, которые вдруг в эту идеологию поверили. Угроза определенная, она, конечно, есть везде, где есть последователи ислама, да, в принципе, там, где их нет тоже, потому что я уже говорила о том, что там идеология настолько они пользуются современными какими-то технологиями и умеют достучаться до каждого современного человека, молодого человека, который обычно уже, мы знаем, да, мало читает газеты, мало смотрит телевидение, в основном информацию получает из интернета и из каких-то социальных сетей. Вот и эта система у них работает очень хорошо, ИГИЛ я имею в виду. Но хочу сказать, что, конечно же, для того, чтобы противостоять этой идеологии, разрушительной идеологии, которая, безусловно, не имеет отношения к истинным постулатам ислама и вообще к никакой религии, можно хотя бы посмотреть то, чем они занимаются и как бы что они делают, это, безусловно, образование, потому что если человек знает основы своей религии, если человек имеет какое-то определенное религиозное образование, да и не религиозное вообще, в целом образование светское даже, то, конечно, внедрить какие-то импортные идеи, которые чужды сознанию, которые, в принципе, не близки, будет намного сложнее. В Абхазии, так как у нас количество мусульман не очень велико, прямо скажем,
На Северном Кавказе тоже, вот вы сказали, очень много. Я бы не сказала, что там... Говорю, есть молодые люди, которые есть, да. связали свою жизнь По с оценкам движением. ФСБ, там 2000 человек из России уехал в 2015 году воевать в ИГИЛ. Ну, это как бы официальные цифры. Есть цифры, которые говорят о значительно большем количестве людей. В принципе, есть действительно какие-то предпосылки для опасений, но я считаю, что нужно вести такую, как сказать, упреждающую политику. Нужно работать с нашими мусульманами, обеспечивать их необходимым образованием и не отправлять куда-то в Саудовскую Аравию, Египет, Турцию или еще куда-то, где непонятно, кто и как их будет обучать. И, в принципе, эта проблема существует и в России, и только вот сейчас, спустя там какое огромное количество времени после распада Советского Союза, когда вот все стало доступно, только сейчас задумались о том, что нужно свою какую-то школу в России делать, там приглашать, воспитывать своих богословов, да, учителей, которые могли бы преподавать. Я думаю, что этому примеру стоит следовать. И можно к предыдущему вопросу, что роль Абхазии, вот, Турции, России и так далее. Я согласна с тем, что мы, к сожалению, Абхазия такое маленькое государство пока, которое, может быть, такого мирового значения пока не имеет, и рычагов давления на какие-то страны, соответственно, тоже. Но то, что мы можем сделать в наших интересах, это работать с нашими диаспорами более как бы систематично. У нас есть диаспоры, но мы знаем, что кто-то там живет в Турции, кто-то живет в Сирии, кто-то в Иордании, кто-то в России, но у нас нет никаких данных по количеству, по местам проживания. То есть нет связи такой постоянной, полноценной, взаимной. Вот я хочу сказать, что летом, в июне этого года, вот московская абхазская диаспора, она организовала мероприятие, оно такое культурного характера, абсолютно никакого отношения к политике не имеет, но они это сделали совместно с турецкой абхазской диаспорой, там вечер Кереман Эбжноу был посвящен, и вот наша турецкая диаспора, там несколько человек приехали в Турцию, и, в общем-то, это послужило началом связи между турецкой и российской абхазскими диаспорами. То есть, это тоже уже говорит о многом, не только с Абхазией, но и диаспоры как бы во всех этих странах между собой. Я вот хотел бы немножко дополнение такое внести. Может быть, российская абхазская диаспора не знает, но в Абхазии очень хорошо знают, и это очень хорошо известно, где, в каких селах проживают абхазцы, есть, конечно, поименно, очень тесные связи, чтобы вы знали, и общение, в общем-то, но это немало... касается Турции, согласитесь, я имею в виду Турция, Сирия, другие, вплоть до Судана. И в Судане есть, кстати говоря. Да. Но мне кажется, эти данные давно нуждаются в какой-то... Но вы понимаете, вот я вам скажу, вот те события бурные, которые происходят не первый год, вот там очень многие, конечно, вещи нарушены. То, что касается Турции, она наиболее изучена нашими специалистами, фольклористами, этнографами. Там, в принципе, немало об этом, кстати, знают, и даже еще в свое время, когда Владислав Арденбе работал в Турции, в том плане, что он там на раскопках археологических был, занимался, в общем-то, своей темой, связанной с хаттами, уже в те годы тоже были какие-то контакты, понимаете. А сейчас это подробно есть. Кстати говоря, и у Чирикба были публикации, какие села, где, сколько кого проживает. Это все есть. Спасибо, уважаемые собеседники. Наша передача подошла к концу. Время нашего эфира закончилось, к сожалению. Спасибо вам за беседу. Спасибо за интересные ответы на мои вопросы. Надеюсь, увидимся еще в эфире. Уважаемые телезрители, в гостях программы «Открытый вопрос» были историк Станислав Лакоба и научный сотрудник Центра партнерства цивилизации МГИМО Илана Эшба. А я прощаюсь с вами и до встречи. А я хотел бы сказать, что вот очень приятно, что у нас вот такие молодые специалисты. И Илана на самом деле один из немногих наших специалистов, которые в совершенстве освоил арабский язык и занимается сегодня Востоком, который так близок к Абхазии. Спасибо вам. Спасибо большое.